Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных событиях для татар России. Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал свою программную статью, посвященную татарам. Его статья начинается сразу же с проблем и вызовов, перед которыми сегодня стоят татары России. Он перечисляет всеобщую глобализацию, стирание территориальных границ, миграционные потоки, повсеместную унификацию и цифровизацию, интернет, правовые ограничения как факторы, которые вызывают опасения за сохранение идентичности татарского народа. В то же время президент ставит вопрос: разве не конкретный татарин в конечном итоге сам для себя решает, быть ему татарином или нет? Минниханов раскрывает свое видение, кто такие татары. Татары – это народ с многовековой историей. Это представители западного мира на востоке и востока на западе. У татар высокая способность к адаптации и взаимодействию с другими народами и культурами. При этом татары в течение столетий не растворялись среди других народов. Минниханов делает упор на необходимость создания сегодня стратегии сохранения и развития татарского народа, но признается, что дело это непростое. Президент в статье заявляет, что имена тех, кто уже готов исполнять реквием по народам России, ему известны. Ему известны и те, кто считает, что национальное, применительно к татарам, это что-то искусственное. Минниханов также упоминает отдельные горячие головы, которые обвиняют татар и Татарстан в попытке отделения от России. Президент признает, что есть силы, которые таким образом на самом деле себе хотят политических баллов, хотят создать раздор в центре страны. В общем, вся их активность и подвижки без внимания в Татарстане не остаются. Президент определяет роль Татарстана для татарского мира. По его словам, республика ответственна за единение татар. Каждому татарину важно чувствовать заботу республики. Обратим ваше внимание, что Минниханов, говоря о единстве татарского народа, не говорит о его единообразии. Президенту, как и всем другим татарам, дороги астраханские, касимовские, сибирские, казанские татары, мишари, кряшане, тептяри. И этот список президент не завершает, а он обширен. В своей статье Минниханов расставляет маячки, говорит, кем татары точно не должны быть. А именно, татары не должны быть статистической единицей в графе «национальность». Татары точно не должны быть сувенирным народом. Быть татарином – это чувствовать связь со всем народом. И если татарин захочет изучить язык, на котором говорили его деды и прадеды, ему обязательно нужно помочь и поддержать. Верховный суд Татарстана признал экстремистской книгу писателя Вахита Имамова «Запрятанная история татар». Вахит Имамов – член Союза писателей Татарстана, редактор газеты «Медани Жемха» и лауреат премии Габдуллы Тукай. Верховный суд свое решение вынес еще в мае этого года, когда еще толком не были сняты ограничительные меры из-за режима самоизоляции. Суды тогда тоже работали в особо специальном режиме. История с запретом книги Имамова началась еще в сентябре 2019 года. Суд над книгой «Запрятанная история татар» проходил в закрытом режиме от слушателей и журналистов. Почему? В связи с необходимостью сохранения охраняемой законом тайны. Так звучит официальная формулировка от представителей суда. Иск на книгу Вахита Имамова подал некий гражданин Решицкий. Имя его не указано, он проживает в Нижнем Новгороде. Сама книга была написана в 1993 году и рассказывает о национально-освободительной борьбе татарского народа в 16-18 веках. Книга выпущена при спонсорстве братьев Рафиса и Нафиса Кашаповых, которые на сегодня считаются политэмигрантами, которые покинули Россию. Какие же претензии возникли к книге, которой почти 30 лет? Если верить Вахиту Имамову, то в его книге употребляются такие слова, которые задевают русских.
Русская ига, колонизаторы, каратели. По его словам, судебное разбирательство случилось именно из-за этих слов. Писатель возмущается и говорит, что на самом деле это устоявшиеся термины исторической литературы. Их использовали и продолжают использовать другие историки. Мы полностью согласны с этим утверждением. Действительно, мы тоже обнаружили понятие колонизаторы и каратели, например, в 5-м томе истории татар, то есть в одной из книг семитомника, подготовленного Институтом истории Марджани. Суд над книгой Вахита Имамова уже вызвал интерес в интернете и в соцсетях. Мониторинговый инструмент WordStat Яндекс фиксирует рост интереса к книге в прошлом году. Тогда на протяжении 3 месяцев, начиная с сентября, книгой заинтересовались почти 700 раз. В июле пока интерес к книге не проявился. Но мы уже можем видеть любопытствующих комментаторов в соцсетях, которым интересно узнать, за что же книгу объявляют экстремистской. Как же относиться к самой книге? Ей почти 30 лет. И она к сегодняшнему дню бескомпромиссно устарела. Само название «Запрятанная история татар» уже не соответствует нашей действительности. Не такая уж сегодня история татар и запрятанная. Например, в книге рассказывается о карательном отряде дворянина Салтыкова, повстанческом войске Мамич-Бердея во время войн после взятия Казани в 1552 году. Обо всем этом можно прочесть в статье Игоря Ермолаева и Искандера Измайлова в том же 5-м томе «Истории татар». В книге Имамова рассказывается о восстании луговых черемис. Сегодня вы можете прочесть очень подробную статью моего друга и казанского краеведа Марка Шишкина, которая называется «Черемисские войны. История, которая не закончилась взятием Казани». Хотите почитать обо всех ужасах христианизации, которые учинял казанский архиепископ Ермоген? Откройте 5-й том «Истории татар». Там даже цитируется грамота, в котором Ермоген призывал разрушать мечети и крестить татар. В книге Имамова описываются ужасы тягот лашманных татар, которые участвовали в заготовке корабельного леса для российского флота в нашей Адмиралтейской слободе в Казани. Институт истории Марджани по этой теме выпустил и сборники статей, и сборники исторических документов. Книга Имамова крайне устарела и с концептуальной точки зрения. Прочтя вводную часть книги, у вас может сложиться ощущение, что автор книги чересчур прямо отождествляет власть русского государства, российских царей с русским народом. Его книга посвящена конкретным событиям, когда в средние века и в новое время на этническую и религиозную идентичность татар и мусульман Поволжья совершались нападки. Угроза тогда исходила от властей. Русский народ на протяжении многих столетий тоже испытывал на себе все тяготы давления русских царей и императоров. Крепостное право было отменено лишь в 1861 году. Однако глубинная разозленность русского народа на своих дворян, князей, царей и императоров этим не удовлетворилась. Все в итоге привело к революциям 1917 года. В запрятанной истории татар говорится, что смысл прочтения этой книги в том, чтобы татарский народ боролся за независимость Татарстана. В этом утверждении Вахид Имамов совершает 2 большие ошибки. Во-первых, в Татарстане татар и русских проживает поровну. То есть Татарстан не принадлежит только татарам. Во-вторых, в Татарстане проживают не все татары России, а меньшая часть народа. Большая часть татар живет в других регионах страны. Для татар Башкирия, родная земля, это Башкортостан. Для татар Пермского края родная земля – это их край. Для астраханских татар – Астрахань. А Казань – духовный центр для всех татар страны. Сегодня странно говорить о необходимости независимости Татарстана. Татарам России принадлежит вся Россия, а Татарстан – родной дом для всех народов, живущих в нем. Работает ли цензура в России только по отношению к татарским деятелям? Нет.
Бердский городской суд Новосибирской области буквально на днях признал статью диакона Русской Православной Церкви Олега Рыжкова, которая называется «ИГИЛ – это неотъемлемая часть всего ислама», экстремистской. Текст диакона был опубликован в 2015 году. Рыжков цитирует Коран и Сунну и пытается доказать, что между ИГИЛом, запрещенным в России, и исламом нет разницы. Рыжков вообще не поскупился на свои оценочные суждения о религии, называет ислам ложной и тоталитарно-агрессивной верой. Рыжков уверен, что своей статьей никого не обижает, и межрелигиозную вражду он не возбуждает, экстремистской свою статью не считает. Теперь же Роскомнадзор обязан удалить статью из публичного пространства. В современном мире есть очень дешевый трюк, как можно привлечь к себе внимание общественности. Начни отрицать существование гениев прошлого, чья гениальность живет и сегодня. И люди на тебя обратят внимание. Широко известный в очень и очень узких кругах уфимский поэт Айдар Хусаинов вдруг взялся за отрицание существования великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Сделал он это, конечно, забавно. Сейчас перескажем вам его смешные доводы. Во-первых, Тукая на самом деле не было, потому что как-то подозрительно внезапно деревенский шакирт из медресе стал эпохальной фигурой в начале 20 века. И таковым является сегодня. Во-вторых, Тукай, в принципе, при жизни зарабатывал неплохие деньги, но почему-то не женился, не завел семью, не купил квартиру, не стал водиться с начальством. Вместо этого, пересказываем мы слова уфимского разоблачителя, Тукай отвергал женщин, пропивал свои деньги и общался только с литераторами-журналистами. В-третьих, уфимский поэт задается вопросом, каким это образом Тукаю удалось написать аж 30 томов своих книг. Это же нереально много. В общем, никакого Габдуллы Тукая не было. Его придумал круг татарских писателей и литераторов. Главным же выдумщиком Габдуллы Тукая был Фатих Амирхан, заявляет нам какой-то поэт из Уфы. А хотите узнать, как поэт из Уфы, фамилию которого мы уже забыли, объясняет, с чего это вдруг решился рассуждать, был Тукай или нет? В соцсетях горе-разоблачителю уже предъявили, что никакой он не тукаевед, и вообще он не знает толком ни современный татарский язык, ни тем более тот татарский язык и арабскую графику, на котором Тукай писал в начале 20 века. У поэта из Уфы спросили, а с чего он взял, что Тукай написал именно 30 томов. Оказывается, этот уфимский тукаевед начитался с сайта Владимира Мединского «Культура.рф». Там действительно говорится, что Тукай написал 30 томов стихов. Но это не совсем тома, это всего лишь книжки, маленькие брошюрки. А вот на сайте, посвященном непосредственно Тукаю, чуть более подробно рассказывается, сколько же на самом деле книг написал Тукай. А вот что говорят сами казанские журналисты. Что же на самом деле писал за свою жизнь Тукай? И что на самом деле понимается под словом 30 книг? Первые книги Габдуллы Тукая, изданные при его жизни, объемными назвать трудно. Это скорее брошюры, всего в несколько десятков страниц, с отдельными произведениями автора. Вот они, 1908 год, 9, 10, 11, 12. Но в самом конце жизни поэт начал составлять собственный сборник избранных произведений. Книга увидела свет уже после смерти Габдуллы Тукая.
Изданная в 1914 году под названием «Сборник произведений Габдуллы Тукаева» 420-страничная книга разделена на 3 части – серьезные стихи, сатира и произведения для детей. Поэт довольно самокритично подошел к составлению сборника и не включил в него многие популярные стихи. Эту книгу действительно Габдулла Тукай делает своими руками. У него в больнице Клячкина есть статья, 14 марта он пишет «Первое дело по пробуждению». И он пишет о том, что он составил вот этот сборник. Об этом вспоминают его друзья. Не избранных произведений Пушкина, не избранных произведений Лермонтова, составленных лично ими, мы не можем назвать. Единственная книга из великих поэтов – это Тукаевская книга. Книга, составленная, самокритично отобранная самим Габдуллой Тукаем. Вообще поражает, как наш горе-тукаевед, взявшись разоблачать реальное существование Габдуллы Тукая, очень плохо знает биографию поэта. Например, дешевый разоблачитель нам сообщает, что как-то подозрительно Габдулла Тукай после того, как переехал в Казань, больше в свои родные края, в свою деревню не возвращался. В начале 1912 года Тукай вернулся в деревню Училе к своему дядю Кашиф Аль-Кабиру и пробыл там несколько месяцев. Следующий момент. Поэт Хайпажор нам утверждает, что Габдулла Тукай – это такой плод фантазии кучки татарских интеллектуалов. Вообще-то, за свою жизнь великому татарскому поэту несколько раз приходилось иметь дело с царской жандармерией. Документы о личности Тукая отправлялись в отдел царской охранки в Казани. А еще у Тукая были серьезные проблемы с законами того времени. У царских жандармов к Габдулле Тукаю были претензии и вопросы. В свое время Тукаю пришлось поработать на татарского писателя и драматурга Галиаскара Камала. У него было очень много интересных проектов. Театры, пьесы, издательство «Магариф» и газета «Йылдыз». И вот Тукай сдруживается с Камалом. И богатый Камал соглашается поручить Тукаю новый проект – издание сатирического журнала «Яшин», то есть «Молния». В начале 20 века в царской России было такое правило. Хочешь начать издавать журнал, то будь добр, получи на это одобрение от цензоров-чиновников. Естественно, под это дело Галиаскар Камал собрал все документы, в том числе и о молодом редакторе Габдулле Тукае, и отнес их в канцелярию Казанской губернии. Там все эти документы проверялись и перепроверялись. Время тогда было непростое, сами понимаете, революционеры-террористы развелись на улицах Российской империи. А вот другой момент из биографии Габдуллы Тукая. В 1911 году вдруг против татарского поэта Тукая ополчились Казанский комитет по делам печати, жандармское управление, губернаторская канцелярия, Казанская судебная палата и Главное управление по делам печати. Говоря современным языком, у Тукая были проблемы с современным Роскомнадзором, с Министерством внутренних дел, с аппаратом президента Татарстана, с Верховным судом республики и с медиахолдингом Татмедиа. Сразу и вместе. Органы власти были недовольны книгой «Стихи Габдуллы Тукаева». За нее Тукая хотели привлечь к суду. В книжке просто было стихотворение о свободе, которое содержит прямой призыв рабочих к борьбе. И вот представляете, органы власти и правоохранительные органы ведут между собой переписку. Документы и личные дела о Тукае циркулируют от одних чиновников к другим чиновникам. Неужели они все обсуждали вымышленного поэта Габдуллу Тукая? В итоге Тукаю удалось избежать серьезных проблем с властями. Его защитил выдающийся востоковед и по совместительству цензор комитета по делам печати Николай Катанов. Николай Федорович доказал, что в стихах Тукая никакой крамолы нет. В общем, мы надеемся, что вам было интересно узнать несколько фактов из биографии великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Ну, а как там зовут вот этого уфимского поэта? Надеюсь, вы забыли. Пусть сгинет в безызвестность.